В Новый год с новым спектаклем. Коллектив Башкирского театра «Кукол» работает над премьерой постановки «Волшебное приключение игрушек». Юные зрители узнают, как Дед Мороз мастерит для них подарки и кто ему в этом помогает. В цехах уже трудятся над созданием костюмов для героев этой истории, а также марионеток для актеров. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Звуки швейной машинки в этих стенах привычны всем, но чем ближе конец года, тем чаще они слышны. Каждый раз коллектив театра «Кукол» готовит для своих зрителей новогоднюю премьеру. И каждый раз художники и режиссеры придумывают что-то новое, а воплощают их идеи в цехах театра. Вот и к грядущей постановке одних костюмов шьют только несколько десятков. С каждым спектаклем что-то новое. И тут уже какие-то новшества можно разработать. Технологии же все равно мы же, это с девочками, с бутафорами. Вот, и все вместе разработав, определив, уже начинаем действовать. В этот раз бутафоры и костюмеры работают по эскизам. Художник Алексей Степанов уже несколько раз сотрудничал с театром и хорошо знает возможности коллектива. Так что ткани подбирали сами костюмеры. Легко было двигаться, чтобы штаны там не падали, чтобы там рукава не давили. У них вот бывает такой момент, что им там тяжело в таком вот. Вот ему, вот он нарисовал в точный рукав, а нашим актерам неудобно. С декорациями и куклами та же история, а вот габариты будущих героев уже четко прописаны в эскизах. Все как в мастерской у Деда Мороза, о которой и пойдет речь в спектакле «Волшебные приключения игрушек». Но пока созданием этих самых игрушек заняты не его помощники, а бутафоры театра. Каждый герой сейчас в разной степени готовности. Кого-то можно прямо сейчас отдать в руки актеру, а кто-то еще только на стадии создания каркаса. В любом случае, работы предстоит еще много. Куклы все разные, художники могут быть одни и те же, но куклы, сказки, персонажи, декорации, все, конечно, это разное, делается заново. И приходится в этом и тут труд наш заключается. Определить, кто из игрушек положительный герой, а кто отрицательный, несложно уже сейчас. Выражение лица сразу выдает злодеев. Но чтобы понять, почему вдруг в мастерской Деда Мороза делают злых игрушек, придется дождаться премьеры. Норман Скалькис, Азамат Даянов, Россия Культура, Башкортостан.